Здравствуйте, вы смотрите программу «Якутия Лайв», с вами Ирина Ефимова. Еще Дени Дидро, это французский философ и писатель эпохи Просвещения, говорил: «Человек создан, чтобы жить в обществе. Разлучите его с ним, изолируйте его, и мысли его спутаются, характер ожесточится, сотни нелепых страстей зародятся в его душе, сумасбродные идеи пустят ростки в его мозгу, как дикий терновник среди пустыря». Ибо человек – это животное все-таки социальное. И для того, чтобы в полной мере можно было защитить интересы общества, грамотно и эффективно коммуницировать с органами госвласти, в 2005 году в России была создана Общественная палата. И сегодня у меня в гостях председатель Общественной палаты Якутии Николай Пугаев, с которым мы поговорим о том, как сегодня осуществляется работа, какие планы и перспективы развития, и обсудим основные направления развития гражданского общества. Ну, примерно так, да? Добрый вечер, Николай. Добрый вечер. Но почему вообще, на твой взгляд, человеку важно быть востребованным обществом? То есть вот какие задачи стоят перед нами, как перед людьми активными, готовыми трудиться? Да, ну, это основная из потребностей человека. Человек, как вы уже сказали, это существо социальное, поэтому нам надо общаться, даже есть такая поговорка: «На миру и смерть красна». Да? Например, говорю. Вот Общественная палата у нас работает уже определенное время и стала такой площадкой для разговоров, это площадка для бизнеса, государства и общества. И основные вот все те острые вопросы, которые у нас в республике, они все проходят через общение, через круглые столы, какие-то дискуссии в нашей общественной палате. И это уже есть такая хорошая традиция. Но вот как ты считаешь, это нужно для того, чтобы помогать обществу быть, развивать гражданское общество, чтобы быть обществу более гармоничным? Да, это вот когда создавались общественные палаты, сперва не было понятно, для чего они нужны. А сейчас именно вот это та площадка, на которой идут эти споры. Например, у нас сколько было вопросов по экологии. Это и экология реки Вилюй, реки Амга. По лесным пожарам у нас были вопросы. Вот, по строительству атомной энергетики. Тоже все это проходило через нашу общественную палату. И я хочу сказать здесь то, что у нас в регионе власти наши, местные власти, муниципальные власти, общественность, бизнес, они охотно идут на площадке общественной палаты, потому что знают, что оттуда может потом выйти вот какие-то будут уже постановления или какие-то другие нормативно-правовые акты. Такие примеры у нас есть. Мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос можно по телефону 841 12 42 14 39 или отправить сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 0502. А вот кто может стать членом Общественной палаты? Как она вообще формируется? Я знаю, что там часть как-то выбирается, часть по представлению органов власти республики. Вот как это вообще Да, происходит? У нас в Общественной палате 66 человек. Формируется она тремя способами. Первый – это 22 человека, люди, которых избирает глава, но по представлению общественных организаций. То есть какая-то общественная организация, она представляет. Глава республики. Глава республики. Второе – это наше государственное собрание Илтумен. 22 человека тоже по представлению общественных организаций, они представляют от Илтумен, выбирают Илтумен. И третья часть – это вот 44 человека собираются и выбирают еще 22 человека, которые идут от общественных организаций тоже. То есть это очень такая серьезная процедура. Вот, она описана в законе, описана в порядке, и это 66 человек наших общественников, которые непосредственно представляют какие-то общественные организации. Я, например, представляю профсоюз работников культуры. То есть все-таки получается, что по представлению главы или по представлению Илтумена, то есть... Или выбранные вот именно теми представителями остальные 22 человека из общественных организаций. Вот. А эти общественные организации должны быть зарегистрированы? Да, они должны быть зарегистрированы, обязательно должны иметь регистрацию. Вот. Ну, это может быть любой гражданин от 18 лет, гражданин Российской Федерации. Вот. Но есть ограничения, это на госслужащих, ограничения на народных депутатов, вот, ограничения на людей, которые с непогашенной судимостью.
есть определенные ограничения, они не могут быть членами общественной палаты. Мгм. И вот давайте еще с таким вопросом разберемся, с какими вопросами люди могут прийти в общественную палату. То есть, если какой-то вопрос с жильем, я не знаю, человек начинает стучаться во все двери, пишет, значит, главе, пишет Путину, идет к депутату, идет в Народный фронт, может быть, да, и в общественную палату тоже может прийти. Да, и мы, вот как вы уже сказали, мы очень активно работаем с нашими коллегами. Во-первых, это уполномоченный по правам человека Гурьева Светлана Михайловна. У нас очень с ней хорошие отношения, и мы в одном здании находимся, поэтому здесь у нас очень хорошо с ней отрабатываем по всем вопросам, и она нам тоже помогает, мы ей помогаем. Это уполномоченный по правам предпринимателей. Тоже вместе работаем. И это, конечно, наш Народный фронт, Валерий Алексеевич Лютый. Вот, с ними тоже мы активно работаем и помогаем друг другу решать те или иные проблемы. Приходят к нам по разным вопросам. Например, это сейчас в связи с проведением специальной военной операции есть вопросы, как у семей. Сегодня, например, обратилась вдова погибшего военнослужащего. Там есть определенные вопросы по трудоустройству. Мы этот вопрос сейчас будем тоже совместно решать. Поступают также обращения, очень много обращений было в это весеннее время по талым водам. Вот, тоже приходили обращения, мы тоже на них реагируем. Вот. Очень разные обращения. Также работаем с обществами, общественными организациями. Например, сейчас большой круглый стол должны делать по вопросам детей с ограниченными возможностями. Очень большой спектр вопросов. По сути, чем вы от депутата отличаетесь? Такой глупый вопрос у меня, обывательский. Да, у депутата... Депутаты же тоже идут с разными вопросами. Да, у них тоже есть разные вопросы. Парламент — это высший у нас, высший законодательный. То есть законотворчеством вы не занимаетесь? Да, контрольный и представительный орган. А мы являемся общественными активистами, которые тоже работают, и у нас таких больших полномочий, как, конечно, у народных депутатов, нет. Хорошо, а с Народным фронтом? С Народным фронтом мы очень активно работаем. Народный фронт, например, сейчас из общественных организаций, если говорить, то очень большой опыт у Народного фронта имеется по контролю за качеством дорог. И поэтому мы как экспертов приглашаем, и вместе работаем с Народным фронтом, например, по вопросам поддержки военнослужащих на СВО, например. То есть в какой-то части ваши функции пересекаются, получается? Да, можно сказать, мы дополняем друг друга, и мы никак не конкуренты, мы дополняем друг друга, потому что и общественные палаты, и Народный фронт были созданы по инициативе президента Российской Федерации. Но если изначально так, то Народный фронт все-таки был больше создан для народного контроля, да, над исполнениями каких-то поручений, над действиями власти, будь то муниципальные, региональные и так далее. А общественная палата, получается... Мы тоже являемся субъектом общественного контроля. У нас есть соглашение с прокуратурой республики. Мы, например, сейчас работаем по контролю за национальными проектами. Если прокуратура у нас смотрит за тем, чтобы эти проекты, эти финансы пошли туда, куда надо, чтобы там не было никаких нарушений, то мы смотрим о том, например, что построили спортивный комплекс. Да? По документам все нормально, построили, подрядчик нормально все сделал, но мы заходим в этот комплекс и смотрим, а работает ли этот комплекс, есть ли у них тренеры, которые необходимы для этого комплекса, хватает ли этого штатного расписания, потому что бывает так, что построен комплекс, а тренера нет. То есть здание треть простраивает, штатное расписание забыли сделать. Или построили комплекс, у нас такое тоже есть, а кто его будет эксплуатировать, это тоже до конца непонятно. Такие вопросы есть, и по этим вопросам мы отрабатываем с органами исполнительной власти. То есть взаимодействие получается. Да. А те общественные организации, от которых вы когда-то были выдвинуты в общественную палату, вы с ними продолжаете
Ну, их представлять и как-то с ними сотрудничать. Да, конечно. Конечно, например, я вхожу в президиум профсоюза работников культуры. Вот, я сам как работник культуры, я директор Якутского музея имени Ярославского. Вот, у нас в музее 100% работников являются членами профсоюзной организации. Вот, и хотелось бы поздравить с прошедшим днем 1 мая наших коллег, профсоюзников, мы все тоже являемся членами профсоюза, с Днем труда и мая. Ну, не только, в общем, членов профсоюза, но и всех Трудящихся, да. всех, Год труда. всех якутян, да, в год труда. Кто-то, может быть, и трудится просто где-то дома же тоже труд, правильно? Да. На своем производительном участке тоже труд. Как вы, кстати, День труда провели? Я слышала, что вы какой-то суперсубботник устроили. Да, у нас в преддверии Дня труда был большой субботник на площади Ленина, на площади Победы. Здесь вышли предприятия, это Сахатранснефтегаз, предприятия Губинского округа, это водоканал, наша школа, детсады. Вот. А 1 мая непосредственно был субботник на 203-м микрорайоне. Мы организовали полевую кухню. Совет старост бросил клич, и очень активно участвовали жители 203-го микрорайона. И вообще хотелось бы сказать, что в 203-м микрорайоне живут очень интересные и активные люди, и очень сильный совет старост, что и в 202-м микрорайоне, и в 203-м микрорайоне. Была такая очень такой живой субботник с полевой кашей. К нам приехал мастер Юрий Григорьевич, который по старинным русским рецептам сделал нам кашу из топора. Да. Ну, там у него секрет какой-то есть, да, он уже 15 лет готовит эти каши. Кстати, вот он будет всех приглашаю с 6 мая на площадь, 9 мая на площади Победы будет каша, и 6 мая по Портовской трассе у нас новый есть комплекс, и там в новом комплексе, посвященном Победе, там тоже будет эта каша, которую делают наши казаки. А вообще, насколько активно поддерживают люди инициативы по субботникам, этим уборкам территории? То есть кого проще организовать на субботник? Все-таки предприятие или жители? Наверное, предприятие, я подозреваю. Предприятие, конечно, легче организовать, да, потому что это идет обычно в рабочее время, и чем работать в кабинете, люди охотно выходят на улицу, тем более это город, в котором они живут, где улицы, где они ходят, где бегают их дети, поэтому предприятия более охотно выходят. Ну и жители тоже. В последнее время, можно сказать, что после пандемии люди на субботник выходят, и вообще на какие-то такие активные мероприятия люди выходят гораздо активнее, чем до пандемии. Это на мой взгляд. То есть соскучились просто дома сидеть, да? Вот есть такая фраза расхожая, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Как вы считаете? Ну да, конечно, это вопрос этот стоит о том, чтобы повышать культуру вообще и городскую культуру. Но для этого, конечно, надо сделать так, чтобы уже город сам, если будет все у нас красиво, чисто, то и человек не будет мусорить. У нас есть, вы знаете, что каждый день ходим пешочком. Наверное, видно, что обувь у меня тоже не совсем чистая, потому что когда очень у нас пыльно в городе. Но у нас есть указ от 8 сентября 2021 года о развитии города Якутска как столицы. И в этом указе очень много написано. И мы все должны сделать так, чтобы этот указ, он до 1932 года вступил в силу. И вступил в жизнь, чтобы не было так, чтобы гладко было на бумаге, да забыли про овраги, как говорится. Надо работать над тем, чтобы этот указ, он вошел в жизнь, тогда у нас город станет действительно комфортной средой для всех горожан и гостей столицы. Но мне кажется, вообще проблема с мусором, проблема с чистотой, с уборкой территории, она не только города Якутска касается, а вообще многих крупных населенных пунктов, если не всей республики. Да, нас, в общем, по всей республике смотрят. И
Такие проблемы, в общем, есть везде. Тем более выпало рекордное количество осадков и не только в Центральной Якутии. И при этом многие недовольны, да, что вот коммунальщики вроде бы работают, но люди недовольны их работой. И вот как-то люди разбиваются на два лагеря, да, ну, то есть две позиции. Одна, вот нам должны, почему они свою работу не делают, вторая, ну вот давайте поможем. Как... Ну, я бы вот так на два лагеря как бы их людей не стал разделять, потому что если действительно у тебя в деревянном доме вот вода стоит, то это, конечно, совсем другое дело. Я сам тоже в детстве жил в деревянном доме, и такое тоже у нас было, что у нас весной затапливало. Вот. Но этих людей, конечно, понять можно. Здесь вопросы стоят ведь в том, что эти вопросы не один день копились, не месяц, а годами копились. Вот это и ливневая вот канализация, чтобы у нас городской канал работал, чтобы вот эта вода уходила сама. Вот. У нас, например, в Алдане же какие сугробы есть. В Алдане огромные сугробы в 2 человеческих роста, и там таких больших проблем нет, потому что там горная такая местность, и вода вся уходит. Вот. Здесь, если инженерные, сейчас технологии продвинулись вперед, инженерные технологии эти позволяют, вот, и как уже вот и люди говорят, вот мы сейчас строим дороги, а давайте сперва мы сделаем вот так, чтобы вот эта вода вся уходила естественным путем. И после этого мы будем, если строить дороги, то они будут уже более долговечными. Вот это тоже здесь есть только, скажем так, правды и разумности, скажем так. А вот для этого применяют отсыпку многие, песком или там стройматериалами. В одном месте поднимают, в другом месте вода уходит. Да. Здесь вот эти вопросы очень остро стоят, но, как я уже сказал, вот в нашем указе от 8 сентября 2021 года вот эти вопросы должны быть решены к 1932 году. Такая задача стоит, и мы, как общественная палата, как общественники, будем за этим следить и смотреть, как оно вообще по годам, вот этот указ входит в жизнь. Но что-то как-то очень долго, нет? Ну, там некоторые вопросы, конечно, можно решить быстрее, но сейчас, например, если говорить про Якутск, вы видите, что у нас идет реконструкция проспекта Ленина. Вот. Вообще очень хорошо, что наша республика успела, скажем так, в тучные годы сделать заявку в конкурсе федеральном, выиграть и выбить эти федеральные средства на те вот эти проекты, которые будут по дорогам. Вы знаете, что ситуация в стране у нас сейчас тяжелая, вот, и, скорее всего, вот таких глобальных проектов уже их количество будет уже уменьшено. Вот поэтому надо немножко потерпеть, вот, и дождаться того, что у нас будут эти дороги, и у нас аэропорт тоже, реконструкция аэропорта будет. Летом у нас будет тоже, к сожалению, вот эти пересадочные полеты будут, но надо тоже немножко потерпеть, потому что пока выделили средства, надо их освоить. Не, но тем не менее в Якутии все-таки, грех говорить, реализуется большое число Да, и в Нерингре у нас аэропорт проектов по формированию комфортной городской среды и по дорогам, и аэропортов, по-моему, там порядка 30, ну, в смысле взлетных вот посадочных полос, населенных пунктов по всей Якутии, где которые будут реконструированы и реконструируются вот в эти годы. Да, вот мы как раз сегодня у нас была стратегическая сессия с представителями образования города Якутска, и мы вот написали, просто вспомнили, что сделано за 10 лет. Вот. Вышло очень много. Очень много чего сделано, вот, и в плане цифровизации, и в плане того, что построены вот крупные, это, ну, про город Якутск мы говорили, крупные микрорайоны, такие как, например, Прометей, 203-й микрорайон. Звездные сейчас строятся. Звездные сейчас строятся, да. Дороги очень много сделано. Если вот так посмотреть, отмотать на 10 лет, сделано действительно очень много. Вот. И второй вариант, второе задание было это написать, что нужно еще сделать. Вот. Очень много тоже было написано.
что нужно сделать. Вот. И здесь меня обрадовало то, что люди именно думают не только о материальном, но и о духовном, о культуре, о сохранении народных языков. Это меня очень обрадовало. Мгм. Ну, все мы сейчас становимся свидетелями того, как постепенно разворачивается предвыборная гонка в регионе, да, ну, в частности, там по «Единой России» предварительное голосование, там выдвинуты кандидаты. А вот в сентябре всех ждет единый день голосования. Вот общественная палата в части выборов, какую работу ведет? Я помню, что вы наблюдателей готовили. Да, мы готовим, и сейчас мы готовим наблюдателей. Мы подготовили порядка 900 наблюдателей сейчас. К сентябрю мы должны подготовить где-то порядка 2650 человек. Мы и с выборы по поправкам, голосование по поправкам в Конституцию там готовили очень большое количество наблюдателей. То есть опыт у нас имеется. Вот, у нас есть пул лекторов, которые, к сожалению, в этом году у нас с средствами не очень хорошо, поэтому больше но стало лучше с интернетом в северных и арктических районах. Мы готовим их по интернету. Вот. И в каждом районе у нас общественные советы отвечают за подготовку наших наблюдателей. Эта работа ведется. И мы, мало того, что мы готовим общественных наблюдателей, также еще мы по заявкам наших партий и в прошлый раз делали, но это были в основном небольшие партии, но для них готовили тоже наблюдателей бесплатно. Мгм. А вот как, кстати, у вас есть представители в районах или у вас какие-то там отдельные общественные палаты в муниципальных образованиях? Ну вот в Якутске, я знаю, есть общественная палата города Якутска. Да. Вот. А в других районах есть А в других, свои? да, в каждом районе есть общественный совет. Вот. И в каждом районе вот человек, может, если захочет стать общественным наблюдателем, то он обращается в свой общественный совет, вот, соответственно, проходит там обучение и становится общественным наблюдателем. Общественным наблюдателем может стать любой гражданин, которому больше 18 лет, но не могут быть там определенные, это депутаты, государственные служащие и ну, есть такой там перечень, кто не может. А получается, а если я хочу стать членом общественной палаты, то я должна просто быть ярким общественником и ждать, когда меня заметит и выдвинет или глава, или депутаты. Да, ну, у нас срок заканчивается в 2024 году, да. Но бывает такое, что у нас люди, кто-то переходит на партийную работу, кто-то переходит в органы власти. У нас очень активная общественная палата, поэтому кто-то переезжает в другой регион, то такое тоже бывает. А кто-то вообще по семейным обстоятельствам выходит. Поэтому тогда могут быть дополнительно, можем взять человека, поэтому об этом на сайте у нас все выходит, поэтому надо смотреть за сайт. Насколько я знаю, вы недавно приняли участие в Дальневосточном электоральном форуме. Вот что там такого вы смогли для себя выделить важного? Да, это был первый Дальневосточный электоральный форум, прошел в городе Хабаровске, прошел на таком высоком организационном уровне. Приезжала в Хабаровск Элла Александра Панфилова, представитель ЦИК Российской Федерации, участвовал губернатор Хабаровского края, были все председатели ЦИК, и участвовало всего 24 региона. Вот. Это не только Дальний Восток, получается, но и из других регионов тоже приехали. Рассказали нам о том, как мы, вообще Российская Федерация, готовится к выборам 10 сентября. И самое главное, это выборы 2024 года. За этим выборы будет следить весь мир. Эти выборы, они будут влиять на следующий миропорядок на планете на ближайшие 15-20 лет. Поэтому мы активно готовимся к 2024 году. Вот выборы 2023 года, это региональные выборы, они как бы переходный этап для подготовки основных выборов, глобальных выборов, которые пройдут у нас весной 2024 года. А с Общественной палатой России вы как взаимодействуете? Общественная палата России, мы очень активно взаимодействуем. У нас членом Общественной палаты Российской Федерации является Лена Павловна Ефремова. Она также является заместителем председателя Общественной палаты Якутии, одним из таких активных членов Общественной палаты Российской Федерации. Завтра к нам приезжает
руководитель аппарата Общественной палаты Российской Федерации со своими заместителями. И 1-2 августа у нас в Якутии пройдет федеральный форум сообщества для всего Дальневосточного федерального округа. И 1-2 августа приедут все представители дальневосточных регионов и наши спикеры из Москвы и из Общественной палаты Российской Федерации. Якутия имеет уже опыт проведения таких мероприятий. Уже в далеком 2015 году, я тогда был еще руководителем департамента по развитию гражданских инициатив, и мы проводили здесь форум сообщества. А сейчас уже будем проводить 2-й форум сообщества, который пройдет у нас 1-2 августа. Вот, там вопросы будут и по демографии, вопросы будут по развитию Дальнего Востока, арктических территорий, Северно-морского пути. Вот. И также члены Общественной палаты Российской Федерации в нулевой день будут выезжать по объектам национальных проектов, ветхому аварийному жилью и будут по вопросам общественного контроля взаимодействовать с жителями нашей республики. А вот возвращаясь к выборам, насколько вот современные технологии сегодня у нас вошли в нашу жизнь, и насколько, ну вот сейчас я знаю, что вот, по крайней мере, вот это предварительное голосование, которое начинается, оно проходит все через... В электронном виде, все через госуслуги, да. А вообще мы, в принципе, по большому счету, мы к этому движемся или нет? И это делает процедуру более прозрачной или, наоборот, более непрозрачной? Вот как Здесь действительно уже ряд регионов имеют опыт ДЭК, дистанционного электронного голосования. Вот. И вот этот опыт, он показал себя, что это очень позитивно и очень удобно. Ну, и упрощает, и удешевляет, так скажем. Упрощает и удешевляет. Особенно в наших условиях, да, когда приходится ехать там до... Но этого никто не отменяет сейчас тоже. Вот, оно идет параллельно. Мы голосуем, ведь в тех регионах есть ДЭК, они голосуют и на участках, и можно электронно, что гораздо, конечно, удобнее. И Общественная палата Российской Федерации, созданы специальные программы, создан центр по наблюдению за электронным голосованием, где можно устроить вот именно наблюдение за электронным голосованием, чтобы там не было никаких нарушений. Это уже технологии имеются, они опробированы, вот, и поэтому я думаю, что за дистанционным электронным голосованием будущее. Вот, и для этого нам нужно решить, конечно, вопрос с широкополосным интернетом, с быстрым интернетом в арктических районах. Этот вопрос сейчас решается, во многих районах он уже есть, вот, но где-то уже еще пока нет. Поэтому как бы только вот этот вопрос будет решен, я думаю, что это дело времени, потому что мир идет к этому, и в России она тоже в цифровых технологиях очень далеко идет и является одним из лидеров. Да, у нас в стране, причем интернет распространен больше, чем в некоторых странах Западной Европы. Я вот с удивлением узнала. И такого дешевого интернета нигде нет, как у нас. Вот. И очень много вот сервисов, которые идут через интернет. Это не только госуслуги, но и вызвать такси, да, заказать еду домой. Это все можно через интернет. Записаться к врачу, записаться в 1 класс. Мы же об этом тоже... Я помню, какие были очереди в нашу вот Якутскую городскую национальную гимназию. Там чуть не доходило до... Люди костры ночами жгли, да? А сейчас вот очень быстро идет. Те же вот разрешения на охоту на определенных животных тоже идет через электронные сервисы. Понятно, что там бывают иногда вопросы, иногда что-то зависает, тем более наши западные партнеры, они не дремлют, отправляют DDoS-атаки делают, но это все совершенствуется и входит в нашу жизнь. А в апреле в Якутии состоялось одно из важных событий, в том числе и для Общественной палаты, я думаю, это гражданский форум. Вот расскажите про это мероприятие и основные какие-то выводы, решения, которые там были. Да, мы провели гражданский форум, и на 5 площадках. Это площадки очень со злободневными вопросами. И фишкой этого форума было то, что к нам был председатель Общественной палаты
Донецкой Народной Республики. Вот. Были наши коллеги из еврейской автономной области. И, то есть оттуда была, например, заместитель председателя правительства, у которой сын является героем России посмертно. Вот. И они тоже очень много рассказали. И для наших людей, общественников, было очень интересно послушать из первых уст, например, вот Сашу Куфмана послушать, как он рассказал, как вообще формировалась Общественная палата ДНР в этих сложных условиях. Вот. Ну и, конечно, мы поговорили о наших вопросах. Это сделано в Якутии, развитие Арктики, про человека труда, про воспитание патриотов. Очень интересные были дискуссии, и это все тоже вошло в те документы, которые потом вышли по итогам нашего форума. Мгм. Ну и не могу не спросить про помощь военнослужащим, семьям их, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. Вот насколько сегодня активно эта работа ведется, потому что мы с вами, если я не ошибаюсь, мы с вами в прошлый раз виделись, как раз по этой теме вы отдельно рассказывали, только вернувшись оттуда, рассказывали. Да, буквально вот в Хабаровске я возглавляю Совет общественных палат Дальневосточного федерального округа. Мы собрались со всеми председателями общественных палат, и они слушали про наш опыт, про опорные точки, которые у нас есть в новых регионах. У нас более миллиарда рублей. Это бюджетные деньги, деньги организаций, деньги, которые собраны которые передали общественники, граждане. Вот эти средства, ни один регион так не помогает своим военнослужащим. Да. И этот опыт передан. Например, у нас в Ростове в госпитале есть свой представитель, который тоже работает там, и ребята сразу получают, например, госпитальные наборы. Это идет от того, что общественники, наше правительство очень активно работает, и наше посредство в Москве, Андрей Сандоминович, они через свое сердце это все пропускают и очень эффективно работают. Об этом мы рассказывали, и вот этот опыт будет передан нашим коллегам из Дальнего Востока. Также у дальневосточных коллег есть свои опорные пункты в ДНР, и мы договорились о том, чтобы наши опорные пункты они работали синхронизированно и где-то там помогали друг другу. А какая помощь сегодня нужна чем обычные люди, чем сейчас можем помочь? Да, что сейчас нужно? Помощь, например, многие предприятия дают однодневную зарплату. Вот я бы хотел обратиться к руководителям этих организаций. Надо это дело принимать не единым решением руководителя, или решением профсоюза, или общим сбором, потому что люди хотят, чтобы бремя оно было по справедливости, чтобы не так, чтобы кто-то давал последнее, а кто-то просто гулял и ничего не делал. Люди хотят справедливости, и надо смотреть на местах, как они могут помочь. Например, если люди скидываются, работники детсада дают каждый месяц свою однодневную зарплату, а руководство детсада, например, закупает какой-то автомобиль для руководителя, или предприятие закупило за большую цену еще автомобиль, это недопустимо. Поэтому надо быть в это время наше сейчас очень серьезное, люди требуют справедливости, и справедливость в таких условиях должна, конечно, быть. Но это прежде всего какие-то материальные средства, да, чем можно помочь? Или эти пункты, когда в первые дни же собирались, шили что-то, рисунки рисовали? Пункты эти работают по шитью, очень хорошо работают. Сейчас очень большой опыт. Я хочу сказать большое спасибо Ирине Егоровне Савиной, которая сейчас возглавляет наш пункт. Мы у нее недавно тоже были. Очень качественные вещи делаются. И вещи, они... я был у ребят под Пологами, у него был рюкзак, который подарен нашими общественниками, штабом Аила Джалурга. И для него это больше, чем рюкзак, потому что он содержит тепло тех людей, которые они делали, и благословение этих людей. И он говорит, я с этим рюкзаком никогда не расстаюсь, и Бог даст, я с ним же и вернусь. Ну и последний вопрос. Накануне Дня Победы, как бессмертный полк в этом году пройдет?
Да, «Бессмертный полк» — это акция, которая идет по всему миру. В этом году у нас формат акции в России меняется. Это мы предлагаем 4 формата. Первый формат — это фото героя на автомобиле. Это может быть фотография героя сбоку, на заднем автомобильном стекле, чтобы оно не мешало обзору. Вот. Ну и наших автобусах, на транспорте организации тоже вот эти фотографии. Все, немного времени осталось, хотим про остальные форматы тоже услышать. Второй формат — это на одежде. Это могут быть футболки, плащи, например. Это понятно. Третий формат — это для тех, кто работает 9 мая, это бейджики. И четвертый уже традиционный формат — это онлайн-шествие нашего бессмертного полка. Ну, На полк.rf.ru. Хорошо, спасибо. Благодарю вас за интересную беседу. Желаю успехов в вашей работе, а всем якутянам желаю активной гражданской и жизненной позиции. На этом выпуск программы «Якутия Лайф» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия. Спасибо.